Рослесхозом согласован сводный план тушения лесных пожаров на территории Ингушетии, ранее представленный Министерством природных ресурсов и экологии республики. До 20 марта документ будет проходить процедуру утверждения главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Сводный план – главный документ, на основании которого в течение пожароопасного сезона будут работать лесопожарные формирования Минприроды Ингушетии. В документе содержится информация о количестве человек и техники, которые будут задействованы, а также алгоритм взаимодействия с МЧС, МВД и другими структурами. Сенаторы одобрили масштабные поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. В частности, новыми поправками предлагается собрать все полномочия, закрепленные за муниципалитетами, в один закон, а также запретить расширять их иными федеральными законами, лишь уточнять. Важной инновацией стало определение в законе видов полномочий, которые могут передаваться на муниципальный уровень с регионального только с финансовым обеспечением их реализации. Изменения коснутся и возможности ведения одноуровневой системы местной власти. Зелимхан Бакаев включен в окончательный состав сборной России для участия в товарищеских матчах с командами Гренады и Замбии. Бакаев выступает за Химки на правах аренды из «Зенита». В 20 матчах за подмосковный клуб в РПЛ и Кубке России он забил 6 мячей. Сборная России товарищеский матч против Гренады проведет 19 марта, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Минтруд России предложил установить единый подход к определению состава семьи для предоставления мер социальной поддержки. В частности, предлагается учитывать в составе семьи детей, обучающихся в специализированных школах-интернатах на полном гособеспечении. Сейчас такого ребенка не включают в состав семьи, и расчет среднедушевого дохода приходится без его учета. Инициатива позволит расширить возможности получения, например, социального контракта, а с 2026 года – семейной выплаты. Охотничий билет можно будет получить в электронном виде. Сервис должен заработать в этом году. Новый сервис позволит в цифровом виде сформировать госреестр со сведениями об охотниках, ресурсах и угодьях. Сервис предназначен для выдачи охотничьего билета в электронном виде, и его можно будет предъявлять через приложение госуслуги. Возможность ускоренной целевой подготовки кадров в средних специальных учебных заведениях, которые сейчас реализуются по программе «Профессионалитет», предложили закрепить в законе об образовании. Такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас в рамках указанного федерального проекта проводится эксперимент для колледжей и техникумов, участвующих в образовательно-производственных кластерах, по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии. В рамках эксперимента средние специальные учебные заведения по согласованию с работодателями могут самостоятельно определять сроки обучения для оперативного реагирования на вызовы рынка труда и ускоренной подготовки квалифицированных кадров. По таким программам обучаются около 350 тысяч студентов в 68 регионах России. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий уведомлять граждан о необходимости удаления противоправной информации в интернете в течение суток. Сейчас владельцы сайтов имеют возможность удалить противоправную информацию в течение 24 часов после получения уведомления от провайдера хостинга, что позволяет им избежать блокировки сайта Роскомнадзором и минимизировать негативные последствия. При этом для граждан такое правило не действует. Против них сразу возбуждается уголовное дело за распространение противоправной информации.